В эфире обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу парламентариев, запрещающую кредитору проставлять в договоре потребительского займа отметки о согласии заемщика с условиями соглашения и предоставлением дополнительных услуг. Законопроект предусматривает запрет на предоставление кредиторам в заранее напечатанной форме согласия за заемщика с условиями кредитования или приобретения им дополнительных услуг без его собственноручной подписи или ее аналога. Отмечается, что правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. Подойдите. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов активнее способствовать тому, чтобы продукция местных производителей появлялась на прилавках в крупных торговых сетях, а также шире использовать для местных товаров розничные рынки и ярмарки. Он также посоветовал представителям малого и среднего бизнеса, занятым в производстве сельхозпродукции, активнее пользоваться механизмами поддержки со стороны государства для модернизации пищевого оборудования. Мишустин сообщил, что в течение следующих 3 лет около 3 миллиардов 600 миллионов рублей будет направлено на программу субсидирования скидок при покупке российского оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности. Кроме того, Мишустин напомнил, что свою программу реализует Фонд развития промышленности, где пищевые предприятия могут получить льготные займы на приобретение специализированного оборудования. Число обязательных требований в сфере строительства в России предлагается сократить еще на треть, на 3800 пунктов, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минстроем России. Летом прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований в сфере строительства стали рекомендательными. В частности, в результате совещаний с МЧС предлагается исключить дублирование требований, которые относятся к нескольким видам безопасности, в том числе пожарной. Также на основании предложений профессионального сообщества Минстрой предлагает исключить ряд избыточных требований. Кроме того, ряд документов будут исключены целиком. Предполагается, что проект постановления вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. Росавиация проведет отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на выполнение перевозок жителей Дальнего Востока в Москву и обратно по льготным тарифам, сообщили в ведомстве. Как пояснили в Росавиации, средства на льготные авиабилеты уже выделены. Ведомство подготовило и разместило на своем официальном сайте порядок отбора авиакомпаний для получения субсидий. После проведения отбора результаты будут опубликованы на сайте, отметили в Росавиации. Правительство России ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку семей. В связи с этим мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан в настоящее время не является актуальной и не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России. В ведомстве отметили, что в рамках исполнения поручения дорожной карты по реализации доктрины продовольственной безопасности страны в Кабинет министров был направлен доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Меры, которые приведены в докладе, министерство разработало еще в 2016 году и актуализировало в конце 2020 года. Однако сейчас в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, которые направлены на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия. К этому часу пока все новости.